Вот так, короче, иду. Ружье, рюкзак. Тащусь потихоньку. Раньше меньше таскал оружие. Когда занимался работой на бутике. В первые дни после прошлогоднего случая начал тоже таскаться. Ну, карабин лось. Он легкое оружие. Если вепрь с оптиком, наверное, с оптическим прицелом 5 килограмм. И хвалят его. Хвалят. Лучше вепря ничего нету. Попробуй целый день. Таскай его. 3 килограмма карабин лось. 3200, наверное, максимум. Без оптического прицела. И то плечо режет аж. На дальнее расстояние любой вес, хоть килограмм, будешь чувствовать. Так что разница между лосем и вепрем большая. 2 килограмма разница. Вот так. Ну, больше половины пути уже прошагали. Нормально. Тут более сухо уже. Здесь вот кругом, здесь вода обычно сидит. А в этом году воды нету. Так что не спешите в этом году, что быстро зима придет. Вряд ли. Обычно, когда в тайге все ямы наполнятся водой, пойдут заморозки и перестанут дожди идти. А в этом году все сухо. Тулан не так далеко, небольшие круги делает. Так ближе, у меня, от меня метров 30 максимум отходит и все. Айда, любимое занятие здесь искать зверюшек, боров и дичь. Хорошо ей. Наслаждается, радуется. Вот так. Свистков ничего пока не слышал. Тишина пока в тайге. Ни выстрелов, ничего нету. Хотя сосед тут километров 10 от меня. Что-то нюхтит, туланчик. Что там нюхтишь? Ну тут проходные тоже. Проходные звери ходят. Непонятно, даже лоси или олени. Что-то копытные какие-то проходили. Тропинку тоже натоптали. Сюда люди не ходят. Здесь только звери ходят, топчут. Вот так. Идем потихоньку. Идем, куда деваться. Охота есть охота. Чем дальше в лес, тем интереснее. Когда еще по новым местам проходишь. Вроде ясно, пока дождя нету. Дошли до сухого места все.
Все, к бою готовы. Поглядим, кого-нибудь встретим или нет. Один раз Айда залаял и все. Залаяла. Тулан даже и не пытался туда побежать. А я слышал, как белка на дерево залезла. Звук. Ну, это по пути, когда идут оттуда. Если Айда еще там будет, поснимаю. Смотрите, ребята, третий случай. За эту охоту у меня. То перья у рябчиков. Вот кто-то тут съел рябчика. Вон. Затоптал что-то. Непонятно от чего так погибает птицу. Птицы погибают. Уже третий случай. Один раз заснял, какая-то там доедала там перья. Крылья, наверное, вот это. А здесь уже на новом месте и снова рябчик. Птица дохнет. Сам по себе вот такие дела. Так что природа в Коми не такая чистая, как все думают. Экологически чистая природа в Коми. Все погибает. Боровая дичь. Рыбы нету на реках. Вообще ничего нету, не остается. А почему, спрашивается? Говорят, что браконьерство, это вон оттуда браконьерство идет, с небес. Химия всякая, блин, радиация. А мне никто не верит, что нет радиации тут. Радиация еще какая тут. Через нас ракеты летят. Спутники вот в Архангельске, наверное, Плесецк. Ракета поднимается там. Через нас летят. А вот осадки, все это ерунда. Влияет на экологию. Боровая дичь погибает. Рыба исчезла. Пескарей вообще нету в реке. Вообще нету. Какая может быть налень, если пескарей нету? И Айда тут работает. Ерундой тоже занимается. Всех распугаешь, блин. Что тут есть какие звери, какие птицы. Ну, белка там, она на елке где-то сидит. Да. Я слышал, как он щелкал. Щак. Такие звуки идут. Дугды. Фу, спать. Нельзя. Вот так работает лайки, ребят. В основном пока Айда работает. А второй так. Не особо так нюхтит, принюхивается, но все без разницы ему пока. Но белка на елке, но она не на сосне, а на елке. Да не будем с ними возиться. Снимать даже неохота, искать, где он сидит там. Где-то сидит на этих деревьях. Вроде и тайга хорошая. Сосняк. А пока пусто. Вода. Первый раз увидел. Было чистое место и вода. Везде сухо, потому что ягод нету. Ягод нету, значит и дичь где-то ушла. Он тоже, боровая дичь тоже ищет, где вот ягоды, там и держится. А тут пусто. Немножко так брусника на глаза попадается. И все. Ну, тут уже где-то с полкилометра, наверное, осталось. Там вырубка начнется. Там, может, поинтереснее будет. Хотя тут тоже места вообще отличные. Но пока взлетов нету. Пойдем дальше.
первая кополуха выскочила. Айда вон туда побежала. А кополуха вот тут пролетела и никуда не останавливаясь куда-то вон далеко. Ну, первая дичь. На третий день охоты. Ищут. Бесполезно беготня, ребят, у вас там. Давно уже пролетела. Ну, может и кто-то еще там есть. Посмотрим дальше, пойдем. Бегает там. А тулан рядом там спокойно ходит сам по себе. Ему как-то без разницы и все. Вообще интереса пока нету ни к чему. Ходит туда-сюда и все. Дошли до вырубки, ребят. Поют птицы. Красиво тут. Выруб уже лет 5, наверное. И уже подсады вырастает. Тулан активно сейчас начал бегать что-то. Смотрите как. Ходит туда-сюда, бегает. Айда идет. Все спокойно. Видно, никого нету. Взлета пока ничего не слышал. Пока до сюда шел, только одного рябчика. Нет, обманываю. 2 или 3 рябчика было. Одного я видел. Ну, тоже на сосну так сел и все, затаился. Здесь магистральный Волок, вот тут. А там дорога, старый зимник. Вот я пройду по зимнику там и круговую обойду эту вырубку. А потом чаепитие будет. Немало уже тоже прошагали сегодня. Нормально. А, тулан. Здесь брусника, все есть, ягоды есть. На старых вырубках, как всегда. Там тоже есть. И значит, медведи тоже тут должны быть, потому что они сейчас на бруснике сидят. 2 раза я уже здесь видел его, но он чуть дальше. От этой вырубки еще пару километров. Там старый медведь есть. Глухарь, ребята. Глухарь. А вон я вижу его. Сейчас пока выключаю. Я его вижу, ребят. Глухарь сидит. Улетел. Сел. Вроде куда-то сел. Да, глухарь. Я тут болтаю, а тут он трещит. Ай, давай. Сейчас пока я все оставлю тут. Буквально 100 метров от меня, оказывается, сидел. Не то молодой глухарь, не то бывалый уже. Но пока сидит там где-то, я его не вижу. Вон вижу его. Вижу его. Пока далеко. Вижу. На самой вершинке сидит. Ай, давай это. Хорошо, тут ельник. Подходить вообще классно. Улетел. Еще один. Ребят, еще один. Вон я его вижу. Ничего не смог сделать, ребят. Вообще буквально рядом сидела второй. Один взлетел, улетел вон туда, а второй отсюда перелетел нам вообще в мою сторону. Буквально там 30 метров. Хотел уже, прицелился, хотел уже выстрелить. Айда прилетела, блин. И от собаки улетел. Такой круг сделал. И вон туда, где-то он там сел.
Вон он сидит, я его вижу, ребят. Очень только сейчас приближу, если увидите. Увидите, да, сидит, вон он, глухарь. Видите, на самой вершинке. Вот он. Главное, собаки что-то они настораживаются. Видно, старые глухари. И собаки боятся. Что-то не подпускают. Вон. Хоть с карабином, но все равно, не знаю, получится нет подойти. Потому что осторожные какие-то они. Но факт, что не зря мы сюда пришли. Сейчас сходим, посмотрим, может что и получится. Но вряд ли. А почему? Или наверное, уже сидели тут. Ни взлета, ничего не было от собаки. А второй куда-то вон туда улетел. Первый глухарь, которого Айда лаяла. Облаивала, то есть. Да, сидит пока. Надежда была здесь встретить. Так и получилось. Чуть-чуть не успел. Вот буквально каких-то 3 секунды. Нормально вот прицелиться и выстрелить. Каких-то секунд. И собака, вот от собаки все. Вот он взлетел так. Сейчас приблизимся. Так, пока не вижу его. А, вон, ой, далеко еще он-то как. Пока выключаю, ребят. Уже насторожился он. Еще до него где-то метров 150, наверное, как-то. Так, вижу, а вон он. Да. И слишком близко тоже подходить невозможно. Он уже насторожился там. Глухарь, конечно, не рябчик. Интересная охота на него. Так, все, дальше, наверное, подходить не буду. Это примерно 120 метров. Да, насторожился все. Только снял с предохранителя. Вот этого щелчка даже он отлетел, бля. Что за херня такая? Улетел. Ну, думаю, расстояние там больше 120 метров. Вон туда, в гуще леса улетел. Все. Вот так. Хитрые, блин. Хитрые. Не ожидал. Звук предохранителя, шум предохранителя даже настораживает их. Интересно так. Ну все, там болотистое место тоже. И хреново. Бесполезно там идти. Надеяться, собака как-то Айда побежала туда. А, вон уже у нас здесь. Блин. Боится собаки, верите, нет. Собаки боится она. Айда рядом была. Побежал, как начал трещать. Побежала. Я снял предохранитель, чтобы выстрелить ей. Все, пошли обратно к рюкзаку. А я все, вещи оставил там. Тут уже кто-то ходил. Вырубка классная.
Что за чернота там? Бывает что-то там. Хоть выстрел был надо сделать, хоть попал или нет. Карабин. Еще ничего с карабина не добывали. Живую цель не стрелял еще боровую дичь. Так, ладненько. Там еще будут места, в принципе. Может, кого еще увидим. Но это уже бывалые. Не молодые. Даже собаку не терпят. План-то где у меня? Я уже на подходе к опушке леса. Так, айда вон скачет. Айда сзади меня. Бывало первый год, наверное, когда с Айдой сюда пришли. Птица вообще не пуганная была. Также сидели по несколько штук там. Из мелкашки 3 штуки в один день я с этого уголка снял. Было дело такое. А сейчас, блин, хитрые они хитрые. Хитрее стали. Такую даль тащиться и без выстрела нехорошо. Чуть-чуть вот айда вот. Если бы не пришла, здесь буквально, блин, 30 метров от меня сидел. Прилетел, знаете, от собаки отлетел. И ко мне прилетел, меня не видел. Я уже на мушку почти взял, но наугад не буду же стрелять. Нормально надо прицеливаться. Вон и Тулан охраняет. Охраняет наш этот рюкзак. А? Вот ему по барабану эта дичь. Вот это да. Все по барабану ему. Уже уснул, наверное, там лежал. Что-то глаза еле открываются. Вот так. Мне интересна ему боровая дичь пока. Не знаю, как дальше дела пойдут с ним. Вот, ну, точно вышли мы на рюкзаки. Нормальный ход. Сейчас еще по дороге параллельно схожу до туда. И будем чаепитие сделаем. Чаепитие сделаем. Иду по дороге, половину уже прошел, пока тишина. И на глаза попались, ребята, смотрите, кедровая от шишки скорлупа. Никогда не ожидал, что это я найду. По пути увижу. Смотрите. Это редкость у нас кедр. Это очень-очень редкий случай, когда видим. Ну вот делянку срубили и кедр вон оставили там. Одна штука стоит. Вон там. Похоже на кедр. Может, я ошибаюсь, но они пушистые тоже деревья. В Сибири в основном там кедрачи. И шишку где-то, это, как сказать, белки, наверное. Белки шишковали тут. Тут боровая дичь. Боровая дичь тут тоже пировала. Камушку собрала, видимо. Вон как все раскидали. Это летом. Летние там, ну, как сказать, и помнет их тоже я вижу, но это еще летние, не свежие. Камушки собирают. Так, уже все зарастает тоже. Еще несколько лет и тоже зарастет. Вырубка там уже. Новый лес выйдет вообще. Так, потихоньку идем. Не спеша, я не шумлю, так спокойно иду.
опять Айда что-то кого-то слышит. Ладно, пока потихоньку пойдем мы. Потихоньку будем идти. Там что белое такое? Непонятно. Что-то слышит. Если увидим кого, поснимаю. Все побежало. Или старый запах от глухаря. Вот глухарь где-то вот тут и сидел. Мы заходили вон оттуда. Но он здесь сидел и улетел. Может еще запах какой-то идет. Пусть ищут. Пусть ищут. Это их задача искать.